Наступило 25 февраля 2025 года, вторник. В Башкортостане 10 часов и 2 минуты. Практически очередной выпуск «Аспектов Республики» вашему вниманию в прямом эфире в телеграм-канале и в YouTube-канале издания «Аспекты Башкортостан». Евгений Коноплин и Руслан Валиев сегодня вас приветствуют. Женя, здравствуй. Здравствуйте, дорогие подписчики. Те из вас, кто уже к нам присоединяются, могут сделать это всеми возможными способами, своими лайками, а также сообщениями в чате. Кеплер 452Б, пользователь с таким ником, уже здесь. И желает всем доброго утра. Клара Целкина делает то же самое, за что мы очень признательны и благодарны. Так или иначе, пережили мы очередную годовщину начала так называемой СВО. Об этом и обо многом другом сегодня мы также поговорим. Например, Жене, наверное, есть чем поделиться и с точки зрения собственных впечатлений, как участнику одной из акций, посвященной этому событию. Да, ведь? Да, конечно, у нас в Дрездене выходили, преимущественно, понятное дело, украинцы. И, собственно, и по всей Германии мы все выходим. Понятно, что надо привлекать внимание, особенно если кто-то более-менее интересуется, хотя бы так же по-верхоглядски, как я, немецкой политикой. Мы понимаем, какие настроения в Германии усиливаются. Я думаю, что наглядная картинка и те рассказы, например, вчера вышли мужчина с сыном, вышли на сцену и рассказывали свою историю. У них в одном из обстрелов умерла мама. Собственно, этого ребенок чудом из-под завалов выбрался с многочисленными ужасными травмами. Ему 8 лет. Он уже выучил немецкий лучше, чем мы с Русланом вместе взятые. И, собственно, на довольно хорошем немецком обращался к толпе. И это, конечно, не оставляет, я думаю, равнодушных никого, кто туда приходит. А это центральная площадь города. Тем не менее, после митинга не могли пройтись определенные товарищи, в том числе с русским триколором. Я не знаю, что они праздновали 24 февраля. Но когда я, все-таки на эмоциях пошел, так сказать, выяснять и спрашивать, что это за русский триколор среди некоторых товарищей за отделение Саксонии, за какой-то АФД, они там ходят. АФД – это как раз альтернатива для Германии. Я увидел двух таких маленьких, совсем стареньких, с таким общим возрастом лет в 185-190, таких бабушку с дедушкой, с этим несчастным триколором. Подумал, что подходить, наверное, смысла нет. Такая у нас саксонское мероприятие вчера было. Да. Ну что ж, молодцы, что акции проводятся. С другой стороны, конечно, да, не без издержек. Это в общем-то, особенности демократии. Всякий раз, кстати, приходится объяснять разным людям, в том числе вполне вменяемым, почему скажем так, происходят не только те явления, которые радуют душу, но и происходят те, которые нужно терпеть. И когда начинаешь приводить доводы, что все-таки демократия – это не только когда у власти демократы, а когда работают принципы, скажем так, некие стереотипы у людей начинают ломаться. Или, по крайней мере, попытки их сломать происходят. Слушайте, буквально два слова добавлю. У нас 13 февраля 2025 года в Дрездене прошел крупный марш неонацистов, приуроченный к 80-й годовщине бомбардировок Дрездена в 1945 году. Поэтому даже такие товарищи выходят, собственно. Да, они же имеют право на существование. Единственное, что им запрещено, это демонстрация нацистской символики. То есть символов Третьего Рейха. А, пожалуйста, в остальном они свободны в этом смысле. Как говорится, что есть, то есть. А мы для затравочки, как обычно, давайте послушаем новости, которые к этому часу подготовлены телеграм-каналом «Эхо Новости». Итак, Владимир Путин выразил готовность предложить США сотрудничество по редкоземельным металлам. Он допустил запуск совместных проектов по добыче как на территории России, так и на оккупированной украинской земле. Кроме того, глава Кремля сказал, что Москва и Вашингтон могли бы договориться о двукратном сокращении расходов на вооружение. Совбез ООН ночью принял проект резолюции по Украине, предложенный США. Документ поддержали в первоначальном виде без поправок. В тексте нет осуждения российской агрессии, а содержится лишь призыв к миру.
Перед этим Генеральная Ассамблея одобрила для голосования две резолюции. Вторая была от стран Европы с призывом к территориальной целостности Украины и наказанию за преступления против международного права. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон считают, что достичь перемирия в Украине можно в течение нескольких недель. Президенты США и Франции сделали похожие заявления с разницей в несколько часов. В Париже отметили, что Европа готова предоставить Киеву гарантии безопасности. А в Вашингтоне заявили, что Москва не против присутствия европейских миротворцев в Украине. Беспилотники минувшей ночью атаковали Брянскую область. В Министерстве обороны отчитались об уничтожении 16 беспилотников. По данным губернатора, пострадавших нет. Информация о повреждении уточняется. Военные утверждают, что также сбили несколько дронов в Курской и Калужской областях. 5 человек арестовали по обвинению в попытке теракта в подмосковной Балашихе. По версии следствия, молодые люди планировали проникнуть на территорию части через подкоп под оградой и поджечь военную технику, передает ТАСС. Источник агентства сообщил, что в деле также есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля. Российские банки начали снижать процент по вкладам в ожидании смягчения кредитной политики Центробанка. Как пишет «Коммерсант», средние ставки по трехмесячным вкладам обновили многомесячные минимумы. Эксперты ожидают, что во второй половине года ключевая ставка будет снижаться. Литва начала разбирать соединяющие с Россией линии электропередач. Оператор Литгёрд сообщил, что демонтирует участок между Куонисской ГАЭС и городом Советском в Калининградской области. Оборудование в хорошем состоянии передадут Украине. Ранее балтийские страны вышли из энергокольца с Россией и Беларусью. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости». Таковы события в стране и в мире к этому часу. Ну что ж, тут вопрос, кстати, в чате, Жень, к тебе, и, наверное, на него ответ я даже сам смогу озвучить. Победила ли в Дрездене АДГ? Заняла ли она первое место? Вот точно не скажу, но я думаю, что в Дрездене, безусловно, она должна была победить. Это точно. Я тоже не уверен, но судя по той новости, что я вчера читал, эксперты удивлялись тому, что в Лейпциге победила левая партия, сильно опередив, все остальные, включая ХСС и АДГ. И, в общем, Лейпциг оказался в этом смысле исключением во всей земле. Ну, раз он был единственным исключением, значит, в Дрездене все-таки победила АДГ. Можем сделать такой вывод. Вообще, я просто недавно, за пару дней до выборов, немножко так всполошился, потому что Айдар Ахмадиев, наш коллега, написал, что вот от выборов в Германии в Бундестаге так много будет зависеть, и вот прям все следим, не дай бог, не дай бог произойдет самое худшее. Но по факту же, на самом деле, чтобы что-то действительно худшее произошло, у АДГ или АФД должны быть прям больше половины процентов голосов, что, в принципе, в Германии невозможно. Иначе партии поменьше, все вот эти бесконечные левацкие от левых, зеленых левых, христианских левых, они все объединятся по 20-30%, даже если у них так или иначе, пока у АФД нет 50%, все остальные партии все равно левые, они всегда могут объединиться. Потому что у них гораздо больше общего между собой, чем понятно с кем. Тем более, что, по-моему, в Германии даже запрещено создавать коалиции с АФД, поэтому у них даже вот этого такого хитрого плана с кем-то из левацких партий объединиться тоже нет. Поэтому пока что выдыхаем. На самом деле не запрещено, это негласные правила, которые приняли сами политики для себя, запрета такого официального нет. И ты прав, если смотреть на то, что альтернатива для Германии занимает первое место, ой-ой-ой, какой ужас, можно там за голову схватиться. С другой стороны, смотришь на проценты и понимаешь, что это 1/5 часть всех избирателей. Это очень далеко даже до половины. И поэтому действительно остальные партии, пусть они там и размазаны тонким слоем, в любом случае не дают и не дадут, наверное, в обозримом будущем правым популистам занять лидирующие позиции. В общем, пока так.
И смотрим за тем, как сформируются такие коалиции, как минимум из двух больших партий, и как новый канцлер начнет свою работу. Но мы здесь все-таки прежде всего не для этого, друзья, да? У нас есть с вами повестка нашей родной республики. И давайте-ка мы все-таки к ней обратимся. Но сначала ваш комментарий. Азат Network пишет. Илон Маск же думал, что он мега влиятельный в Германии, и его все любят, публично поддержав АФД. Однако говорят, что количество голосовавших увеличилось всего на 1%. Благодаря влиянию Маска, что ли? Опять же, не знаю, как мы могли это подсчитать реально, насколько именно его влияние на это подействовало. Но результат какой есть. Чуть больше 20% они таки набрали, действительно. Но это, опять же, если с другой стороны, всего пятая часть. Итак, ну что, Жень, расскажи про то, как Уфа вчера встретила, значит, третью годовщину событий. Но я, конечно, имею в виду пикет, о котором ты вчера готовил материал. Да, если мы говорим про прекрасную девушку Аиду Нуриеву, вот, то она вышла на одиночный пикет. Конечно, может быть, это... Нельзя сказать, что это очень смелый был шаг с точки зрения текста, который был у нее на листке А4. Вот. Это была цитата из бременских музыкантов. «Нам, дворцов, заманчивые своды не заменят никогда свободы». Вот. Действительно, тут приписать какую-то антивоенную повестку к этой цитате может быть и сложно. Тем не менее, она вышла, простояла почти час, я так понял, потому что вот она вышла еще, собственно, было светло, когда огромная машина с мигалкой помещала этого опасного преступника, вот, собственно, и увезла в отделение, было уже темно. Ну и, собственно, те люди, которые ее фоткали, которые за ней следили и потом поехали за ней в отделение, вот мы были на связи, она, я так понимаю, плюс-минус час стояла. Там в отделении какой-то был, как обычно, балаган, какие-то эшники ходили, ну, очень симпатичные, говорят, парни молодые, вот, которые пытались к ним как-то подмазаться, подслушать, что они говорят. Вот, девчонки были в хорошем настроении, смеялись, все прошло в целом нормально, всех выпустили быстро, никого даже не оштрафовали. Пока что еще за бременских музыкантов административки и штрафы не выписывают, и спасибо на этом. Но это, кстати, никаких гарантий не дает, что протокол не будет выписан позже, в зависимости от политической воли, может быть, конкретных людей. Поэтому, знаешь как, ты не находишь антивоенную риторику в цитате от бременских музыкантов, а кто-то может и найти. Тем более сам факт задержания же был. Но вот вообще как можно задерживать человека за то, что он в принципе ничего не сделал? Даже по действующим законам. Что она нарушила? Одиночный пикет как был разрешен без согласования формально, так и разрешен на сегодняшний день. Про войну ни слова нет. В общем-то, цитата из песни, которую петь не запрещено. Но вот что человек нарушил? Паспорт у него, наверное, с собой был, так? Ведь человек опытный в проведении такого рода мероприятий. В общем, Да, в любом случае, это все возмутительно. Я в целом не волновался за счет того, что ее как-то там, ну, что-то пойдет не так, потому что все сейчас, как только кого-то задерживают, сразу тут УВД-инфо, тут еще что-то. В общем, все такие большие профессионалы в подобных акциях. Вот, жалко, что, конечно, человек вышел один. Наши ряды редеют потихоньку с каждым годом. Ну, такова реальность. Действительно, 3 года назад было намного больше людей, было коллективное фото, где присутствовали, человек 30-50. Там, правда, сложно разобрать, кто из них, собственно, пикетчики, кто сочувствующие, а кто полицейские, но в целом все-таки толпа была довольно большой, и это вызвало, судя по всему, тогда напряжение все-таки у вертикали, и были серьезные репрессии, вплоть до того, что некоторых людей за руки, за ноги потом задерживали. И я сейчас даже вспомню, скажем так, при желании и назову фамилии, но какая разница. То есть жесткие реакции тогда последовали. Ну и, кстати говоря, все вот эти вот действующие ныне законы про фейки, про дискредитацию, они ведь как раз появились буквально через несколько дней после старта так называемой СВО. Почему? Потому что нужно было срочно как-то закрутить гайки окончательно. Ведь поначалу действительно не было каких-то новых репрессивных механизмов для того, чтобы людей сажать и штрафовать именно вот за антивоенную позицию. Ну, они очень быстро появились.
Вообще, я тебе напомню, что у нас сначала «Яблоко» вышло где-то в первой половине дня. Это они где-то там в Сатоне что-то там с пикетами постояли. Потом вечером вот эти 35-50 было человек, не все на фото, собственно, пошли. Меня, я помню, тогда еще моя жена мне строго-настрого запретила в потомных фотографиях участвовать, чтобы лишний раз какие-нибудь эшники к нам, собственно, не постучали, не обратились, в соцсети не написали. Поэтому я стоял за всей этой толпой на всякий случай. Вот. А на самом деле, когда вот так вот вспомню на секунду, когда мы встретились, это были половина лиц такого демократического уфимского Фейсбука, и рядом стоявшее довольно внушительное какие-то количество полицейских, они смотрели, улыбались и смеялись с подтекстом, что, мол, 24 февраля еще довольно холодно, вы тут стоите, мерзнете, хрен ли вы вышли, потому что нас стояли тогда человек 25, все это были какие-то журналисты, какие-то активисты, писательницы, вот что-то мы постояли, потом прибежала какая-то молодежь, которая сказала, а что, вы тоже здесь, да, пошли вместе. И тогда уже настало, я думаю, что человек под 50, а эта молодежь, естественно, в отличие от нашей старой интеллигенции, вот, с разных самых демократических изданий, они не очень понимают, как можно себя вести, как не можно, и они начинают орать, там, нет войны и так далее, поэтому спустя минут 10 нашу интеллигентную тусовку вот кого-то начали задерживать. Вот. Ну, по крайней мере, тех, кто из старой гвардии, так скажем, никто, по-моему, не трогал, мы также и разошлись тихонечко. Ну что ж, есть хотя бы что вспомнить на эту тему. Да, даже Кучеренко с пикетом стояла тоже. Ну, кстати, именно ее задерживали через пару дней за руки, за ноги. Так, участвовали ли мы в выборах? ЛД спрашивает. Ага, а Стобавовна отвечает, что мы не граждане Германии. Спасибо, да, действительно это так. Вот, это действительно так, и, скорее всего, так и будет. Вот. Да, зато в Германии есть одна удивительно прекрасная вещь, что даже не являясь, собственно, гражданином Германии, можно, собственно, вступить в партию, насколько я понимаю, быть каким-то полноправным членом. То есть мигранты могут влиять на политику. Да, быть членами партии, участвовать в агитации. Ну, то есть, в принципе, делать все то же самое, только не голосовать в день выборов. Именно так. Вот. Так, тут нам сообщают, что во Франции был теракт возле посольства России. Был, ну и был, что ж теперь поделаешь. Это теперь не новость, в общем-то, как раз-таки с тех пор, как случилось 24 февраля. И не удивляет совершенно никак. Вот. Но, кстати, некоторые наши башкортостанские новости не то чтобы прям удивляют, ай-яй-яй как, но немножечко есть. Ну вот, например, ротация, которая продолжается в рядах команды Радия Хабирова, иногда довольно-таки неожиданной форме это все происходит. Министр торговли Башкортостана Алексей Гусев, известный нашей редакции хорошо человек, почему-то резко вдруг покинул свою должность, и его место занял Азат Аскаров, который до сих пор представлял Республику Башкортостан в торговом представительстве России в Узбекистане. Это вот те самые чиновники, роль которых нам, как правило, непонятна. Они там сидят в разных странах, у них там целый аппарат, на них бюджетные траты довольно существенные, и они там что-то там, знаете ли, представляют. Вот, а насколько реально их работа помогает в сотрудничестве, это всегда остается загадкой. И вот Гусев несколько лет работал, вроде как выглядел, опять же, на фоне других относительно вменяемым чиновникам. Комментарии журналистам раздавал охотно, надо сказать. В свое время частенько приходилось пересекаться. Вот, и теперь он ушел куда-то там советником Радия Хабирова. И никаких объяснений, опять же. То ли на носу, или вот уже там подбирается очередное уголовное дело, и человек под шумок заранее уходит, то ли все гораздо прозаичнее, мы этого не знаем, остается лишь догадываться. Ну вот с точки зрения его биографии, меня насмешило, как «Коммерсант» описал его творческий путь. Алексей Гусев родился в Коломне, а карьеру во власть начал в 2019 году, став заместителем председателя Госкомитета по торговле и защите прав потребителей, а через год стал министром торговли и услуг Башкортостана. Ну, интересно, конечно.
Можно Вот было бы. любопытно. Я не знал, кстати, что он тоже из Подмосковья. Я как-то думал, что Гусев это кто-то из местных. Ну, не задавался вопросом. Были же такие вот люди, которые не особо отсвечивали, и о которых почему-то журналисты, блогеры как-то не любили рассуждать лишний раз. На некоторых прям указывали, вот человек из подмосковной команды там привезли с собой и так далее. А по поводу него как-то оно все было тихо. Поэтому, может быть, и все гораздо проще, чем мы тут догадываемся. Пытаемся, точнее, версии выстроить о том, что же явилось причиной этой отставки. Вот. Собственно, новость, которая вчера немножко нашу новостную повестку взорвала, это новость о том, что каждый работающий житель Башкортостана должен банку по полмиллиона рублей. РИА рейтинг составил, собственно, рейтинг, в котором наш регион занял 80-е из 85 мест в рейтинге закредитованности населения. Для сравнения, в Татарстане средний долг составляет 538 тысяч рублей. Самый высокий показатель зафиксирован в республике Тува. Там более 1 миллиона рублей. В Калмыкии 616, в Адыгее 475. Удивительно, конечно, что тоже в не самых богатых регионах, таких как Ингушетия, например, или Дагестан, закредитованность, но вот в Ингушетии 64 тысячи, в Дагестане 138. Ну, вот, собственно, серьезная разница, слушай, прям удивительно, конечно. Да, очень большая, хотя Ингушетия, явно не богатый регион, как и Дагестан. Вот, тем не менее, если смотреть на Татарстан, Туву, Калмыкию, Башкортостан, то, собственно, мы каждый день имеем дело с очередным списком погибших этих военных на СВО, и такая прям прямая связь, что людей так или иначе... Это, конечно, можно воспринимать как популизм, вот, или притягивание за уши фактов, но, тем не менее, люди доведены до ручки, все перекредитованы, вот, а потом им предлагают простой способ, так сказать, обнулиться, и в бой идут ребята. Тут, кстати, интересная вот мысль возникла, глядя на эту новость. Крым тут присутствует среди аутсайдеров, в том смысле, что там жители тоже наименее закредитованные, чуть больше у них там кредитов, чем в Ингушетии и Дагестане, но сильно меньше, чем в Башкортостане, например. И возникает вопрос, а вот что общего между вот этими регионами, только кроме того, что они на юге находятся? Возможно, кстати, причина в том, что в Крым, который вот уже больше 10 лет, скоро 11 будет как в составе России, так или иначе, де-факто, до сих пор банки не идут, боясь санкций. Так что ли получается? То есть я про Крым подумал в этом контексте, а Дагестан с Ингушетией мне интересно. Да, там, конечно, это вопрос, как это так получается. Вот. Но с учетом того, что вот про экономику пишут, мы новости вначале слушали, есть прогнозы действительно по понижению ключевой ставки, и тогда кредитный бум, потребительская вот эта вот активность, так или иначе, хочешь не хочешь, но если не вернется на докризисный уровень, то, по крайней мере, восстановится очень существенно. У нас, знаете ли, в экономике эти процессы очень быстро происходят, как показывает опыт. И падение, и рост, восстановление, как правило, себя долго ждать не заставляют. Тем временем «Коммерсант» сообщил интересную новость о том, что в Яндексе появился переводчик на башкирский язык. Значит, компания «Гигант» внедрила в свои сервисы технологию синтеза и распознавания башкирской речи с использованием нейросетей. Например, можно будет переводить башкирские слова на другие языки в переводчике или в поиске прямо. В мобильном приложении переводчика добавлен режим диалога на башкирском, что позволяет общаться с носителями языка без знания самого языка. Один пользователь может задавать вопросы по-русски, а другой отвечать по-башкирски. При этом приложение будет автоматически переводить и озвучивать фразы. Голосовой ввод на башкирском языке также доступен через клавиатуру Яндекса. Ранее в Яндексе подобные функции уже были реализованы на татарском и чувашском языках, то есть башкирский в этом смысле добрался позже. И тут интересно,
что, например, подобные функции в Гугле на башкирском, они уже были ранее. Другой вопрос, насколько с точки зрения пользователя удобны те или иные вот эти вот сервисы в плане переводчика, даже если взять. Я вот, например, все-таки больше люблю Яндекс. Не знаю, это не патриотизм никакой в этом смысле квасной, да, это просто вот пользовательский опыт. Но я знаю много людей, которые наоборот говорят, что вот они привыкли к Google переводчику. И сейчас я не имею в виду конкретное использование башкирского. Башкирского-то в Яндексе не было, понятно. Я говорю вот про то, что мы используем в жизни чаще всего. Это немецкий, это тот же английский. Вот. В общем, таким образом, это, знаете ли, камень в огород тех, кто говорит, что вот языки народов уничтожаются. С другой стороны, это вовсе не аргумент, потому что появление языка в каком-то там Яндекс-переводчике вовсе не означает, что на этом языке становится больше носителей и его больше используют жители. Нет, конечно. В общем, просто факт, с которым мы имеем дело, и, в общем, выводы какие-то далеко идущие из этого сделать нельзя. Кроме того, что молодцы программисты. Да? Яндекс не госкомпания, по крайней мере, да, то есть это не было спущено там министром просвещения же поручить освоить языки России многочисленные. А с другой стороны, конечно, я видел пока об этом очень-очень коряво, и пока что это все не проработано, но в будущем я так понимаю, что мы обязательно будем иметь, причем в самом, наверное, ближайшем будущем, возможность звонить любому иностранцу и в режиме просто онлайн с помощью каких-то дополнительных программ, которые можно будет привязать к телефону, сможем общаться, собственно, и прям вот сразу переводить. То есть, и тем более, что мы все видим, как искусственный интеллект спокойно подделывает голос, то ты будешь условно звонить немцу, он тебе что-то на немецком отвечать, и ты будешь слышать русскую речь в ответ. Это, конечно, запредельный уровень. Вот. Пока мы освоим немецкий язык, нам он уже, возможно, перестанет быть нужен. Обвешаем себя какими-то шлемами, какими-то микрофонами, в ухо что-нибудь засунем, мы, собственно, будем такими же немцами, как и все. Посмотрим. А тут, кстати, повод поспорить. Network пишет, Яндекс настолько сильно отстает от мировых IT-компаний, даже смешно. И тут я в возмущении возражу. Ну, по крайней мере, с точки зрения пользователя, у Яндекса куда больше и разнообразнее приложений всякого разного рода. Они понятнее, проще, лучше. У Гугла ничего подобного нет. Ну, опять же, давайте правде в глаза смотреть. Может быть, конечно, внутри начинка там какая-то более продвинутая, у того же Гугла, там, с языками, предположим. Ну, приложение же, пользоваться невозможно. Удобно, по крайней мере. Поэтому тут вопрос такой, скажем так, индивидуальный с точки зрения именно юзабилити. Хотя, ну и тем более Руслану, наверное, в первую очередь нужен переводчик на русский язык. Понятно, что при переводе с немецкого, с английского на русский именно, русский выглядит менее топорно, чем в Гугле обычно. Вот, то есть меньше инфинитивов каких-то, где они не нужны, там лучше склоняются слова. Ну, по крайней мере, мой личный опыт это подсказывает. Это полбеды, хотя ты прав, конечно, безусловно, но вот важнее еще то, как выглядит все это дело, элементарно, вот как пользоваться. Ну вот сравнить банально совсем уже, да, какой-нибудь Яндекс.Го, который отвечает за такси, доставки и прочее, но он на голову выше всех аналогов, какие мне встречались. Может быть, конечно, где-то в мире что-то и есть, но сомнения какие-то меня на этот счет гложат. Вот. И все, что более-менее удобоваримое, аналогичное, например, есть в Германии, оно так или иначе создано либо выходцами из того же Яндекса или Тинькова, либо людьми, которые там буквально и там, и тут работают одновременно. Это вот приложения, как правило, из стран Восточной Европы, какие-нибудь болты, вот эти вот и прочие, там, я не знаю, банки Revolut. Вот. Но это, знаете ли, такой, опять же, пользовательский опыт. Возможно, специалист, который разбирается в вопросе глубже, скажем так, на уровне именно начинки, он имеет какие-то в виду другие аргументы, скажем так. Вот. Ну что ж, давайте дальше все-таки к новостям. У нас тут есть о чем еще поговорить. Например, о том, что... Ради Фаридж Хабиров объявил о старте региональной кадровой программы для участников войны с Украиной.
Программа будет называться «Герои Башкортостана». Цель программы – подготовка высококлассных управленцев из числа военнослужащих. Претенденты должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, уметь написать эссе, пройти онлайн-тестирование, собеседование и повышение квалификации. Те, у кого будут самые высокие результаты, смогут пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и получат предложение о работе. Класс. Собственно, готовят и подготовят чиновников. Но я все еще настаиваю, что акция про 90% скидки на дрова – это более реальный результат для наших СВОшников, потому что, собственно, один из наших коллег, тут уж я не буду называть имя и фамилию, недавно находился некоторое время в Уфе, и, собственно, приехав, он говорит о том, что, конечно, ничего не напоминает о том, что где-то какая-то вообще идет война, жизнь идет по-старому, у всех выросли зарплаты, все прекрасно. Единственное, каждый день можно увидеть где-то товарищей, куда-то бредущих в военной форме. Вот. И, конечно, может быть, кто-то из них это разгоряченный горячительными напитками патриот, который эту форму где-то нашел, но по факту мы, конечно, понимаем, что большинство это наши вот эти приехавшие, вернувшиеся военнослужащие, о том, как они себя ведут в любом регионе. Новости каждый день появляются, и, я так понимаю, местному населению уж очень не хочется быть в одной толпе, в одном обществе с данными товарищами. Поэтому не знаю, каких из них сделают чиновников и какая переподготовка их ждет. Вот, потому что народ чаще всего боится. Собственно, мы проводили опрос вчера на тему того, ждете вы, не ждете этих героев дома, так скажем. Вот. И, естественно, процент «да, ура, тепло встретим» до последнего составлял 21%, собственно, мысли о тревоге или категоричное «мы вас не ждем», так скажем, собирали под 80%, но в какой-то момент, естественно, включились боты, и буквально минут за 10 они сделали аж 43% за то, что тепло встретим, забыв о том, собственно, что 43% это меньше половины, больше половины, все так же против. Вот, поэтому такая вот у нас для вас социология, которая, конечно, не рисует 80% поддержки наших властей. Социология – это, конечно, беда. Действительно, очень сложно понять реальные настроения людей в общем и целом, потому что одно дело – это вот показное, значит, такое напыщенное, значит, поддерживание всего и вся, но это делают далеко не широкие массы, да, это вот те, кто приближен, так или иначе демонстрируют. А что делают массы? Ну, по факту, действительно, они ходят по магазинам, они посещают кафе и рестораны и живут своей жизнью по принципу «моя хата с краю». И в кои-то веке, в общем-то, вот этот принцип можно даже понять и принять, потому что это гораздо лучше, чем ходить день и ночь и рассказывать о поддержке наших ребят. Вот, а касательно новости, знаешь, она и не новость даже ведь, о том, что Хабиров объявил о старте программы. Да, мы это уже обсуждали не раз, но просто наконец-таки вот вчера объявили, сказали, вот все-таки это вот теперь не слова, а теперь это на деле будет работать. И поэтому давайте-ка мы, значит, будем способствовать, скажем так, этому процессу. И тут, конечно, на этом фоне в социальных сетях, таких как ВКонтакте, целая, значит, череда. Вчера, тем более, вот и позавчера еще вспоминали 23-й День защитника Отечества, который, кстати, конечно же, в сознании уже слился, по большому счету, с 24 февраля. И мелькали люди, мелькали лица, в том числе знакомые. Ну вот, например, бывший ведущий и сотрудник, бывший ведущий БСТ в давнем прошлом, а в недавнем прошлом сотрудник пресс-службы правительства региона Павел Самойлин, военнослужащий СВО с позывным Кайтыр, то есть человек, который вернется домой в переводе с башкирского. И вот, глядя на него, конечно, у меня всякий раз сложные, тяжелые, противоречивые мысли. Опять же, мысли всякий раз при виде любого, кто тебе знаком по жизни, скажем так. Понятно, что в этих рядах
У меня есть и другие знакомые, которые в том числе даже там сейчас находятся, к сожалению. Но там все гораздо обычно проще. Там речь вот исключительно про деньги, к большому сожалению, да, или, может быть, к счастью. Но в данном случае то, как себя ведет конкретно Самойлин, вызывает вопросы. А вот что является движущей силой и мотивацией этого человека? И я вот анализирую, знаете ли, зачем мне это надо, непонятно, это отдельный вопрос. Пытаюсь какие-то, знаете ли, версии выстраивать, причем версии такие, которые оправдывают его поступок, его действия, вплоть до того, что вот он хотел, наверное, в юности, как многие из нас, стать там телевизионной там звездой, но судьба сложилась так, что ближе к пожилым годам он оказался в непубличном поле в качестве какого-то там теневого сотрудника пресс-службы, который рассылал журналистам ежедневно файлы с данными про реализацию нацпроектов. И вот он решил, как бы, я не знаю, реабилитироваться в собственных глазах и, значит, сходить на это мероприятие, чтобы потом сверкать орденами и медалями, посещая мероприятие нон-стоп. Зачем я это, опять же, рассказываю? Но, опять же, потому что, наверное, все-таки люди, которых ты лично знаешь и которые совершают вот эти поступки, они вызывают определенную рефлексию, вот, по крайней мере, с моей стороны, и равнодушно за этим наблюдать невозможно. Как-то так. Вот. Значит, тут Network продолжает обосновывать, почему Яндекс так себе, а Google крут, и в частности, ChatGPT крут, который может говорить на башкирском по телефону в голосовом режиме. Вот компания, которая впереди. Я предлагаю Network вести какую-то программу, посвященную, собственно, IT-сфере в аспектах, просто потому что он постоянно задает эти вопросы. Network ни Руслан, ни я не являются супер компетентными экспертами в этой сфере, и ответить на большинство вопросов касаемо данной темы не можем. Вот, поэтому, собственно, сложно на эти темы говорить. Это да. Ну, вот, например, я опять же рассуждаю примитивно с точки зрения юзабилити. Сайт ChatGPT выглядит ужасно. Почему его не сделать покрасивше? Я не знаю, может быть, это, конечно, глупости, да? Ну, у Яндекса все странички красивые, на них хочется заходить. А ChatGPT, ну что это за прозрачная белая страница, где просто буквы? Может быть, в этом есть логика какая-то, но мне кажется, что если бы это было более внимательно... Хотя, наверное, с точки зрения практического смысла это не имеет, опять же, смысловой нагрузки, да? Но вот мне не нравится, что я могу поделать. Ой, это дело вкуса. А мы продолжим тему же. У нас же так или иначе вчера, опять же, много было сказано про 24-е. Ну, в позитивном тоне, разумеется, со стороны властей. Поэтому анонсировали там, опять же, очередное, вот что-то такое масштабное по их задумке. В данном случае музей истории СВО. То есть продолжается еще эта история, но они уже решили музей, значит, организовать. Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий, вот такой вот существует, выберет подрядчика для создания передвижной экспозиции «Музей истории СВО» на базе сувенирного инфотрака «Уфа праздничная». Вот если кто-то что-то понял, я как бы очень рад за этого человека, потому что здесь на самом деле набор наименований каких-то структур, о существовании которых, наверное, практически никто не догадывается. Ну, что тут важно? Или более-менее понятно. По данным ресурса, начальная цена контракта установлена практически в 7 миллионов рублей. Согласно техзаданию, передвижной музей будет оснащен современным экспозиционным и мультимедийным оборудованием, позволяющим через музейные предметы и специально подготовленный мультимедийный контент стимулировать интерес к сохранению и изучению значимых событий в истории России и Башкортостана. Экспозиция будет включать в себя не менее 9 тематических блоков. В общем, там будут какие-то комплексы под названием «Письмо бойцу», комплекс акустического оборудования, проектор навес, а также сенсорный киоск. В общем, вот благодаря, наверное, вот этому музею точно количество таких вот, знаете, нерадивых предателей, как мы, сократится, а количество патриотов, которые искренне верят в правоту власти, увеличится. Ну, скорее всего, для этого же это все задумано. В общем, как-то так.
Ну, 7 миллионов рублей, во-первых, на что хочется обратить внимание, 7 миллионов рублей – это не деньги когда госструктуры начинают пилить какой-то мультимедийный контент, музейные какие-то экспонаты, да и вообще на музей. Я думаю, что вот миллиардов 70 – это было бы как-то более-менее подходящей цифрой для Ну вот тут, да, ты наших прав. подобных публикаций. А вообще Хабиров, мне кажется, я не знаю, не Хабиров, какое-то окружение, кто этим занимается, потому что люди неужели не понимают, что наши, как мне кажется, может, я ошибаюсь, мне кажется, я попаду, знаешь, когда в свое время прекрасное сооружение о дружбе с Абхазией сделали, вот, а потом оно быстро стало немножко неактуальным ввиду того, что в Абхазии начало твориться. Собственно, здесь зачем нам музей истории, еще истории своего, потому что она так или иначе, я, может, не сильно за, но так, конечно, она должна закончиться в этом году, судя по новостям, да. А дальше население России в массе не захочет вспоминать о том, да и власти тем более не захотят напоминать своему населению о том, что была какая-то специальная военная операция, дабы не вызывать вопросов, а нахрена мы там положили какое-то количество тысяч человек, а еще какое-то без ног, без рук, а какие-то по ночам возле баров стоят гранаты и орут, что сейчас тут будут танцы. Вот это все совершенно напоминать об этом не захочется. И зачем этот музей нужен? Сейчас-то сейчас это тренд. А вот мне кажется, через год это будет не тренд. Поэтому 7 миллионов максимум, конечно, на это можно потратить. Потом закрыть тихонечко. Интересная оценка. Ну, видишь, да, действительно, деньги бюджетные на подобные проекты сейчас выделяются, поэтому задача отдельных людей – осваивать бюджеты. Ну, в общем, может быть, даже идеологической подоплеки у конкретных исполнителей-то и нету. Может быть, они вообще согласны с твоими мыслями и моими тоже. Ну, а деньги-то на дороге не валяются, надо их осваивать. В общем, здесь все возможно. Опять же, удивляться ничему не будем. Вот как, например, мы не удивляемся тому, как, несмотря на всю риторику со словами поддержки происходящего безобразия, все-таки система преследует издательницу пруфов Рауфу Рахимову. Вчера должно было состояться заседание по ее новому административному протоколу, но это самое дело, это рассмотрение перенесли уже на сегодня. Возможно, уже вот в эти минуты заседание, собственно, идет. Рахимову на сей раз обвиняют в распространении информации, выражающей неуважение к госвласти. Мы об этом с вами говорили. Штраф по этой статье предусматривает санкцию от 30 до 100 тысяч рублей. Довольно-таки редкая в правоприменении статья, но хотя сама по себе статья, в общем, мягко говоря, даже куда более вопиющая, чем дискредитация вооруженных сил. Потому что, как мы уже с вами не раз соглашались друг с другом, неуважение к власти – это не просто не правонарушение, это священный долг нормального гражданина и особенно журналиста. Априори не уважать власть и ждать от нее подвоха. Даже если человек, в принципе, симпатизирует к действующей власти на данный момент, он должен вести себя предвзято, потому что власть – это функция, скажем так, которой наделяются отдельные люди, которые благодаря этим функциям становятся де-факто более могущественными, чем все окружающие. То есть с них и спрос соответствующий. А чтобы спрос был соответствующий, этих людей нужно априори не уважать. Как бы так. То есть за это хвалить надо, премию выплачивать за неуважение к власти. А у нас, конечно же, в режиме авторитарного правления все наоборот, что неудивительно, но мы должны, опять же, это фиксировать и делать соответствующие выводы. И что-то мне подсказывает, завершая, скажу, что, наверное, раз они решили, то Рауфа Рахимова будет оштрафована и по этому протоколу. Ну а вот к чему это все ведет, это пока вопрос. Зачем они на нее навешивают один за другим административки? Не для того ли, чтобы все-таки заставить издание свернуться, а ее лично, может быть, даже покинуть страну? Это лишь догадки, предположения, но показывает практика, что это может быть правдой. С начала года, кстати, если почитать ее высказывания,
а ее телеграм-канал, там достаточно было не неуважения к власти, а наоборот уважения, и не только к вот этой вот там вот и сидящему прекрасному полубогу Владимиру Путину, а и к Хабирову в том числе. Даже так. И это прям прослеживается, и она это выставляет за то, что она не ангаже, что она, если хорошо, то похвалит, но и со стороны это воспринимается как какой-то сигнал, мол, да я согласна уже на все уже, ребят, давайте прекратим. Я не знаю, почему. Все-таки СМИ довольно-таки успешные, много подписчиков. Можно было бы, я думаю, как-то и договориться, вот, но договариваться с ней, по всей видимости, никто уже не собирается. Ну, все-таки объективно же реальность какая? Сейчас ты должен быть полностью подконтролен и лоялен, и никакие небольшие «но» уже не работают. То есть до 24 февраля 2022 года, в принципе, это все было возможно. Сейчас нет, и даже удивительно, что, в принципе, она вот со своим изданием до сих пор вот именно в таком немножечко оппозиционном ключе просуществовала. Во всех остальных субъектах, в общем-то, либо издания ликвидированы, либо находятся в эмиграции. То, что у нас пруфы в Уфе, это скорее исключение. Вот. Ну, а что у нас тут? Давайте-ка глянем ближе к завершению, да? Точно мне нравится, что буквально в один день у нас происходит встреча Талгата Таджудина с Путиным, где Путин облил его всеми, как можно вообще сказать, прелестями о том, какие они молодцы, как мы все там укрепляем. И буквально в тот же день Владимир Путин заявил, что войну с Украиной одобрил Бог, так как Господу было угодно. Вот, поэтому как бы вот это вместе в один день и то, и это говорит об общем, конечно, уровне лицемерия. Собственно, процитирую: «Так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно так сказать. На наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия», сказал Владимир Путин на встрече с военнослужащими. Возможно, кстати, он почерпнул эту риторику как раз-таки от нашего с вами земляка, которого мы знаем под, как это называется, это и имя, и должность все одновременно, да, Хазрат Талгат Таджудин. Удивительно, кстати, человек де-факто, ну, не имеет никакого значения на сегодняшний день не просто в масштабах страны, но и в масштабах республики. Давайте свои вещи своими именами называть. Ну, то есть, ну, какое значение? Ну, какая у него реальная, я не знаю, власть или влияние на людей? Ну, нету его, ее, этого влияния. Но он встречается лично с Путиным, чего не могут себе позволить некоторые губернаторы, знаете ли, месяцами попасть на аудиенцию не могут. А тут Талгат Таджудин, человек, который, мягко говоря, пожилой, и его внешнее одеяние тоже, кстати говоря, наводит на определенные мысли. Вспомните его молодого в 90-е. Он выглядел, ну, очень интеллигентно и, знаете ли, соразмерно статусу и времени одевался. Но вот сейчас его тюрбан, это вот какие ассоциации вообще? Вот у меня каких-то героев сказок ближневосточных, там, я не знаю, восточных, какой-то вот он Аладдин, я не знаю, кто он там, какой-то звездочет, вот такие вот какие-то ассоциации. Но зачем вот этот огромный тюрбан с чем там? Ну, типа куполом, да, золотым причем. Еще на куполе какой-то там что-то торчит, позолоченное или какое. Ну, в общем, это не говорит об адекватности, вот так скажем, да. Но при всем при этом у тебя нет влияния, у тебя нет адекватности, и ты встречаешься с лидером, да. Но, опять же, это, наверное, в свою очередь говорит о том, насколько там адекватно воспринимают реальность. Скорее всего, тоже отошли от дел, тем более, что если бы адекватно воспринимали, не начинали бы того, чего начали 3 года назад, и не говорили бы через 3 года то, что это Богу так угодно. В общем, вот эта встреча, казалось бы, заурядная, ни о чем не говорящая, на самом деле очень хорошая иллюстрация к времени, к тому, в каких условиях мы с вами живем на сегодняшний день. Ой, так. Путин
не подумал, что это джин, и не загадал, интересно, желание назад спрашивает, да. Да, прекрасно. Ну, в общем, ухмылка читается вообще на лице у Путина, конечно, в момент фотографирования. Но, блин, все равно, ну, время же, деньги, в конце концов. С другой стороны, понятно, что формально у Таджутдина есть позиция, и он действительно формально верховный муфтий, и поэтому с ним надо встречаться. Хотя в этой среде приходилось уж погружаться в нее. Там конкуренция, ведь помимо руководителя ЦДУМ, Центрального духовного управления мусульман России, который в Уфе, есть еще верховный муфтий России в Москве. И вот тот более верховный на самом деле де-факто, потому что у него больше приходов под его началом. А наш Талгат Таджутдин, который ЦДУМ, он так только называется, потому что этот ЦДУМ был создан там при Екатерине еще и должен был быть главным по всей стране. Де-факто это не так на сегодня. В общем, ладно. Тут уж могу где-то и ошибаться, но вроде в целом оно именно так выглядит. Ну и что у нас на засыпочку? Мы про Есть новость, мошенников. которая в целом, тут ее лучше не читать, а показывать, конечно, про притон, фекалии, пьяные дети, да, про Да, чуть не пропустил. Угу. диспансер Павелых Белорецка. Собственно, кто-то из пруфов, Марина Каримова пишет статью, мы забрались в страшное гетто, где люди живут хуже собак. Увидели, что администрация закупила детскую площадку туда за 500 000, но ее там нет. В Белорецке есть свое гетто, названное «Мокрая поляна». Собственно, там 3 самых страшных дома – это здание бывшего психдиспансера. Вот. Раньше здесь раздавали квартиры сиротам, обветшавшие дома, понятно, ужас и кошмар. Семьи с детьми соседствуют с клопами, крысами, тараканами. Жители спились. Вот. И, собственно, выглядит все это ужасно, конечно. Да, материал... Горы похожи на фильмы ужасов, ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что в целом многие смотрели «Криминальную Россию» и прочие другие какие-то передачи на НТВ конца 90-х нулевых. Вот мои детские, они воспоминания с новыми красками заиграли, смотря на эту новость. Ничего удивительного в целом, да. Да, вот в том-то дело, что удивляться этому не приходится. Такое есть, наверное, более или менее везде. Вот. Вопрос лишь в том, почему вдруг это стало интересно. Наверное, журналисты пруфов все-таки поехали попытаться выяснить, а что же там вот по поводу этого скандала, так сказать, педофильского, да? Нашли ли что-нибудь? Это вот вопрос. Но, видите, попутно нашли свидетельство того, что есть проблемы в городе. Просто говорит ли это о каких-то других выводах? Скорее нет, чем да. Вот. Ну и мошенники не дремлют, друзья. На сей раз камеры Уфанета, умные домофоны, как они их называют, зафиксировали обход, значит, поквартирный мошенников. Ну, это они так себя называют, в смысле специалистами по квартирному обходу, которые, значит, занимаются якобы осмотром вентиляции. Всякого рода мошенников полно. И каждый день буквально какие-то новые изобретения у них возникают, новые виды квитанций, QR-кодов, новые виды, значит, при разговорах они используют какие-то нестандартные подходы. В общем, на всякий случай напоминаем просто, что это явление никуда не делось, и быть нужно осторожными вам и вашим близким. В общем-то, только это хотелось сказать. А также хотелось сказать, что в 12:30 сегодня у нас «Аспекты мнений» с журналистом и коллегой Разифом Абдуллиным. Не пропустите программу, пообщаемся. Вопросы свои также готовьте, их уже можно писать в чате соответствующей трансляции. Ну а сейчас что, закругляемся, Жень? Да, давайте закругляться потихоньку. У нас плана обязательно 60 минут вещать, поэтому... Именно так. Мы давно уже не радио, почти 3 года скоро как не радио, поэтому в этом смысле все немного проще. Спасибо, друзья. Лайки, комментарии под видео оставляйте, поддерживайте хотя бы таким образом наш канал. Это очень важно и принципиально для нас.
Вот, ну, я с вами увижусь очень скоро. Женя, я думаю, тоже недолго будет пропадать, поэтому следите за анонсами. Увидимся. Хорошего вторника. Да, и всем пока.